Нужно отправить или получить груз? Транспортная компания СВ Транс – это собственный склад, квалифицированный персонал, доставка грузов по воздуху и по земле, организация чартерных рейсов, доставка грузов в короткие сроки, удобный график работы и местоположение. Телефон в Якутске 20 44 20. Игорь, начнем тогда с ближайших соревнований, на котором ты готовишься. Что это будет и какой-то из этапов? Это будет первый этап чемпионата Дальнего Востока по автомобильному ралли. Пройдет он с 23-го для нас начинается. Со среда-четверг будет ознакомление с дорогами, по которым мы будем кататься. Гонка для экипажей, она начинается за день, за 2 дня до именно самого соревнования, да, как обычно зрители приходят и видят, народ начал соревноваться. А за пару дней до этих официальных стартов проходит так называемое ознакомление. Ознакомление с дорогами. Выдаются дорожные книги, там схематично обозначено, где секции, которые проходят в дорожном режиме, то есть по соблюдению всех правил дорожного движения, и так называемые скоростные участки, где как раз экипажи не ограничены ни в чем. То есть тебе дали старт по часам, и ты должен отрезок дороги проехать с максимально возможной скоростью. На период проведения соревнования эти секции скоростных участков, они полностью перекрыты для движения обычных автомобилей. Да? То есть полное перекрытие, пилоты абсолютно уверены, что там на дороге никого не будет. Бывают, конечно, случаи, и не только у нас на Дальнем Востоке, и на России там выскакивают животные, как-то люди пробираются, выезжают на велосипедах, мотоциклах. Бывает, конечно, но и в этих скоростных участках, на скоростных участках, получается, надо максимально показать, как ты можешь быстро ехать. И эти скоростные участки мы их прописываем в так называемую стенограмму. То есть тетрадка с обозначением прямых участков, с обозначением поворотов, расстояний, каких-то еще особенностей покрытия, да, там бугры, трамплины, ямы, и тому подобное. И чем лучше экипаж напишет стенограмму, и тем ему проще будет ехать. К примеру, 200, правый 5, на левый 2, подброс, скажем, 30, яма. Да, такие идут, вроде как набор цифр и слов, не совсем понятный, да, но когда штурман читает пилоту абсолютно все понятно, то есть уже зрительно то, что видишь перед глазами, уже построить как-то, можно сориентироваться. И по этим стенограммам, которые мы составляем в дни ознакомления, мы едем в дни гонки. Как ты совмещаешь такой плотный график, да, достаточно по гоночному сезону со своей, допустим, с работой, с личной жизнью? Как удается? С личной жизнью, слава богу, в семье понимают, да, потому что супруга выходила замуж за спортсмена, за автогонщика, да, и очень с пониманием относится к этому. В работе, конечно, работа немножко бывает, страдает, да, то есть, допустим, нам в понедельник выезжать, а я по большому счету, наверное, уже недели 2 практически по 2-3 часа в день только работаю. Подготовка. Да, как меня учили старшие товарищи, если работа мешает гонкам, на работу надо немножко забить. Плохо тут гонщик, кто не едет побеждать. Но на этот сезон мы не ставим таких прямо целей выигрывать, потому что техника новая, она мало знакомая для нас. У нас получается всего это будет 2-я гонка в полноприводном классе. Попадать бы в 5 лидеров в каждую гонку, и по итогам чемпионата, я думаю, если стабильно
откататься, то можно будет надеяться на призовые места по итогам всего чемпионата. А как твои ощущения после переднеприводного автомобиля пересесть на полный привод? Ну, знаешь, крайне года 3 плотно мы ездим, да, стараемся не пропускать ни одно соревнование. И все это время мы ездили на Honda Civic. А вот то, что ранее я выступал на Toyota. Осмысленное, когда понимание пришло того, результата гонки, да, со штурманом разговариваем, я говорю, блин, Кость, кажется, сам на Цивике 3 сезона прокатались зря. Такое первое ощущение было зря. Нам бы сразу Subaru брать. То есть совсем другая техника, совсем другая езда. И если прям совсем первое впечатление, то такое было ощущение после первого дня гонки, что это настоящая спортивная машина. То есть тут и мощность очень большая, тут отсутствует вакуумный усилитель тормозов. То есть, чтобы остановить машину, это реально надо прямо ногой давить на педаль тормоза. И очень хорошая подвеска, прям мирового уровня. Амортизатор у нас. И очень многие такие вещи на скоростном участке, где, допустим, на Хонде надо осаживать машину, сбрасывать скорость, да, эти вещи просто проезжаются в полный газ. То есть непередаваемое ощущение. Планы пересесть на Subaru появились еще наверное, в начале сезона прошлого года. На зимней гонке как раз обсуждали с парнями. Там Дима Дорошенко есть, парень такой из Благовещенска. Мы с ним за одну команду выступаем. Давай попробуем, может, давай, такие мысли наводили. И в мае на Владивостокской гонке как раз мы пообщались с субаристами местными, приняли решение подготовить себе Subaru. Купили 2 голых кузова, Дима купил в Японии запчасти на нее, полностью, да, агрегаты все. Я купил в Хабаровске пробежную машину, немножко битую, с дисконтной ценой. И думал, что все соберу это в кучу. А потом, где-то уже через месяц после этой покупки, эту машину выставили на продажу во Владивостоке. У человека что-то с работой, в общем, сложно ездить, но говорит, что машина будет просто так стоять, выставил ее на продажу. Оперативно было принято решение купить сразу ее, готовую машину. То есть все, что до этого купил, сразу по таким бросовым ценам пораспродал, лишь бы выкинуть обратно какую-то часть денег. Купили эту машину, и сразу, получается, октябрьскую гонку мы уже решили поехать на ней. Машина на автовозе приехала с Владивостока. Знаешь, быстренько настроили под себя сиденье, посмотрели, что к чему, такие минимальные обслуживания, чтобы внимание где надо было, уделить колодки тормозные поменяли, что такие маленькие, совсем незначительные вещи. И сели, поехали. После октябрьской гонки уже привез домой. Первым делом чуть перекрасили машину, потому что она в двухцветной раскраске другой команды была. Агрегаты обслужили, выхлопную систему, потому что в турбовой машине, в турбированной, выхлопная система – это такой основополагающий момент, потому что тут нельзя в мотор никакого тюнинга, мотор полностью стандартный. Турбина, поршни, распредвалы, все должно быть стандартно. Это по требованию ралли? Это именно по требованиям этого класса. Машина по классификации попадает в класс М4, это класс продакшн, заводские стандартные автомобили. То есть тут изменения возможны по трансмиссии, спортивную трансмиссию можно поставить и амортизаторы спортивные. По большому счету, собственно, все. То есть двигатель у него? Двигатель абсолютно стандартный, как она вышла с завода, абсолютно такой же двигатель. 280 лошадиных сил он развивает по паспортным данным, да, а у нас еще стоит ограничительная шайба на турбине, сечение проходное уменьшает, так называемый рестриктор. За счет этого мощность еще падает. Не в том плане, что она прям совсем ограничивает мощность, да, а где-то, парни мерили машины такого класса, где-то 270 лошадиных сил у них. И получается, что если ее стандартную можно раскручивать по оборотам 1000 до 7, то эту
крутить там больше, чем 5500, смысла никакого нету, там уже идет падение давления турбины, то есть там уже мощности нет. Итак, друзья, сейчас буквально вот на днях приехал Игорь с соревнований первого этапа чемпионата ДВФО по ралли, и в принципе с неплохим результатом. Я думаю, что Игорь сейчас поделится с нами своими впечатлениями и, конечно же, расскажет немного о самой гонке. Съездили, довольно-таки успешно выступили. Задача на гонку у нас стояла попасть в пятерку. В классе в нашем предварительно там заявлялось 14 человек. В итоге на гонку приехали 12 экипажей. В первый день гонки у нас возникли небольшие проблемы. Турбина слишком передувала. Ну, то есть большое давление наддува было, мы поэтому первый день приняли решение там для себя ехать, так скажем, в безопасном ритме. Как бы попутно разбирались с проблемой. На самом деле там сами накосячили, потому что совсем недавно ездим на Subaru. И там при установке боевых амортизаторов мы там баллоном пережали шланчик один. Не обратили внимания. Потом нашли эту проблему, в принципе, крайне скоростной уже первого дня. Ехали на нормальном давлении. А так вот 3 первых скоростных участка, знаешь, так в глазах только мелькает, что это сейчас турбина развалится, это куча денег, где брать турбину, там, такие мысли. Лишние мысли. Да, мысли мешали немножко ехать быстро. Вот, поэтому по итогам первого дня у нас получилась сразу позиция по гонке, как догоняющих. То есть мы занимали по итогам первого дня 8-ю позицию. Причем была группа лидеров, 4. И группа догоняющих, да, получается, лидеры там в половине, в 30 секундах ехали, а мы во второй вот этой догоняющей группе, мы там отставали от них более чем на минуту. Я знаю, что вы заняли 3-е место по итогу. Да, по итогу всей гонки заняли 3-е место в классе. И в какой момент вот начался вот этот момент преследования соперников? В общем, посовещавшись со штурманом, мы в субботу прям с первого скоростного начали атаковать. Вот. Получилось потихонечку получилось отыгрывать. В субботу большая дистанция была, там порядка 130 километров. Почему мы еще такую тактику выбрали? Потому что у нас был один комплект хороших боевых колес, на которых можно быстро ехать. Именно субботние и воскресные спецучастки. И приняли именно решение атаковать по большей части в субботу, потому что резина, она работает лучше. Первые, скажем, 100 километров, потом у нее свойства теряются, она начинает хуже работать. За субботу мы поднялись на 4-ю позицию, и отставание от экипажа, который занимал 3-е место, у нас там было 22 секунды. Удачно сложилось для нас, не для того экипажа, который занимал 3-ю позицию, да. Мы прямо на первом скоростном мы их догнали и обогнали. У них там какие-то технические неполадки с машиной были, тяга пропала. Там буквально где-то на 3-й дистанции первого скоростного участка воскресного мы уже догнали их, прям там за поворотом увидели, я штурману говорю: Кость, смотри, он едут впереди. То есть, а экипаж, которые стартовали до нас за 2 минуты, они тоже увидели, что мы их уже настигаем, и просто там на прямом участке дороги они нам уступили место, мы проехали. И тем самым уже даже психологически дальше было легче ехать, потому что мы точно знали, что мы гарантированно отыграли у них свои 22 секунды. Пошли в тройку. Да, 22 секунды свои отыграли, и даже что уже везем им больше, чем 1,5 минуты. То есть это уже сразу наглядно видно, потому что по интервалу старта. Вот. Соответственно, оставшиеся 3 спецучастка воскресенья, приняли, тут же прям финишировали спецучасток и со штурманом приняли решение: все, дальше едем в своем темпе. Разрыв у нас есть до 2-го места, там в принципе разрыв тоже довольно-таки большой был, чтобы бороться дальше, да. И резина поплыла уже, просто там оставшиеся 3 спецучастка ехали в своем темпе, немножко там экспериментировали с настройками блокировок, немножко я там экспериментировал с ездой, такой тренировочный процесс уже шел. Бралисты называют такую езду езда надоест. То есть уже есть нормальный результат в гонке, и надо его сохранить, просто 3 спецучастка проехать, сохраняя позицию занятую. Ясно. Слушай, поздравляю тебя с таким результатом. Когда следующие гонки? Второй этап состоится в феврале, в 20-х числах в Хабаровске. На него мы не едем, просто финансово не получается. По финансам там это плюс еще комплект колес, плюс еще бензина очень много. То есть мы его для себя еще и в начале сезона выбрали эту гонку, что мы ее пропускаем. И мы поедем на 3-й этап. 3-й этап состоится
в конце апреля, 27-28 апреля в городе Владивостоке. Ну хорошо, давай, удачи тебе в спортивной карьере. Спасибо. Еще раз поздравляю.